Я вот все думала, а каково, интересно, живется женам арабов, у которых по несколько жен? Ну, прикинь, типа, они же еще каким-то образом дружат. Да никак не живется, всяко они срутся между собой. Просто я видела одну мусульманку, она видео в ТикТок выкладывала, типа, Ага. вот, мы с женами пошли по магазинам вместе, мы лучшие Значит, подружки. они мужа не любят, поэтому и дружат. Если бы любили мужа, то бы пересрались бы давным-давно. Ну, я бы так не смогла жить, например. Я бы тоже не смогла. Прикинь, у папы 5 жен, офигевшая морда. Ты была бы самой лучшей женой. Вот смотри, если так подумать, да, вот мужики же они хитрые. Это же правило, они придумали, мусульмане, мужики, что типа мужчинам можно иметь столько жен. Нифига себе, как достаточно поставлено, офигеть, экономить-то в пол огурца нету. Офигеть, блядь. Ужас. Вот так надо делать. Это папин любимый певец Рамиль Галимзянов. Это пупсик. Великий. Ты его видела? Я просто волосы не успела уложить. Я одну сторону уложила, другую сторону не уложила. Заметно, да? Да. Девчонки готовы достать. Капец жира дофигища тут. И смотрите, какие я тупойские рожки сварила. Ракушки маленькие. Вот так бы штычить меня. Я свою попытарялка буду есть. Что за попытарил? Офигеть, что это такое? Что это такое? Еще и пластмасс. Зачем ты пластмассовые тарелки заказала? Потому что они классные, это такие эстетика. Блин, а что, не было другого, что ли? Короче, ошу тарелканан достар ашахан, оказывается, химер. Представляете, ма? Вот, так что покупайте вот такие тарелки. Кемдар яблоко алмай галай. Мне где самое большое деление, там котлеты положи. Слышишь? Нет, тут Что так рожков мало? Ну так углеводы это должны быть вот столько. Офигеть. Вот сюда котлеты клади, вот сюда. Ну ладно, не клади туда. Потом все равно за добавкой придешь. А, короче, если не влезет, что надо делать? В смысле, не кушать столько? Сюда мы положили углеводы, сюда белки, а значит сюда мы должны положить клетчатку. Это овощи или какой-нибудь салатик. Самое большое деление это для салатов и для овощей, что ли? Да, потому что благодаря им мы будем ПП фитоняшками. Короче, скоро мы будем с этими тарелками фитоняшки. Или не валяшки. Скорее всего, я буду не валяшка. Башкирская домохозяйка. Оцените, пожалуйста, блюдо, которое вы приготовили. Ну, прикольненько. Да. Короче, знаете, что сегодня вообще было со мной? Я, поехала в город Пекин-Тюрте на своей машине. И вот меня остановили гаишники. Потом сидим, значит, с гаишником в машине, оформляем там это лишение прав, да. И, я сильно нарушила права. Ай, какое там правило. Правило. И гаишник такой сидит, оформляет и такой говорит. Ты мне ничего не хочешь предложить? Типа, а я такая говорю, ну давай, говорю, женись на мне. Ему стало очень смешно из-за этого. И он отпустил меня. Конечно же, я вру так. У меня-то нет машины, во-первых. Во-вторых, это анекдот. Как-то не смешно вышло, знаешь. Не смешно? А что смешного было? Да, ничего не смешно. Ну ладно, подумаешь. Да тут больше всего смешнее, это ты. Анекдот, да. Короче, достар, әлі генә хәтәр бір интересный новость ишеттім. Бір кеше һөйләнә. Кем икәнен әйтмәйм, чтоб ул кешегә һүз булмаһын. Короче, ул кеше телевидениега барганда, шуннан соң әйткән иде. Менә минең бер видеом бар инде. Пожалуйста, шуны һалайык әле. Мин акчаһын түләйем, как рекламный ролик инде. Быстро әйткән инде. Шуннан теге с башкирской домохозяйкой снят дигән инде. Аны теге әйткәндер. Юк, башкирской домохозяйкага телевидениега вход воспрещен дигәндер. Скорее всего, возникнут проблемы дигән. Прикиньте, я вообще в шоке. Короче, хәзер достар,
Реналь за мной приедет, и мы поедем в город по делам. Надо снять вайны. Штарковинда, короче говоря. И еще, как раз-таки меня ведь бүгін сақырдылар Россия 24-га диджей Фатих на интервью. Прикиньте, Реналь меня это, вот ты на концерте ты ходила как дурочка в юбке и в своей этой черной футболке. Вы же знаете, что на самом деле все артисты обсмеяли мой наряд. Ты же, получается, поешь под фонограмму, вокальные способности свои не показываешь. Ага. А у тебя шоу-балета нет никакого сзади. Ты сама танцуешь. Кое-как, скажи Да. еще. Ну-ка покажи, как я танцую. Даже, оказывается, меня биюден да издеваться иделер, высмеивать иделер. Прикинь, первый ряд тебя еще видят, а вот кто сзади стоит, ты если в черном, ты просто как черное пятно большое такое, и все. Они... Большое черное пятно, оказывается, я тут там. А если у тебя был бы яркий костюм какой-то, тебя вообще хоть откуда увидели бы, даже с балкона. У меня вообще творческий кризис. Я не знаю, что снимать. Какие вайны снимать, не знаю. Все, что я снимаю, мне кажется каким-то какашкой. Я не знаю, я хочу что-нибудь, шедевры какие-нибудь снимать, но не получается у меня до старт. Идей мало. Приходится воровать у других блогеров. Зато я честно всегда признаюсь, что я ворую. А некоторые вон даже признаваться не хотят. Ну, некоторые вайны идеи мои 5%. А 95% все этот спертое, или как будет, спиретое. Короче, мында всякие мотор бижутерия көріп қалдым да и про вайн забыла, что я пришла вообще вайн снимать. Как сорока. Ну все женщины такие. Смотри какой, только вот с чем одевать вот это? Розовый, с розовыми вещами только одевать, да? С розовыми шляпками. Да, красивый же, блин. Был бы он другого цвета. Ну а что я только не иду, чтобы снять вайн, дурочка такая. Горячо? О, горячо. Я просто то. И вы потом вот это засунете мне в нос? Горячий воск, да? Нет? Горячо? Нет, нормально. Надо побольше. А у нее уже вот так торчит, да? Да не жалейте, побольше. Угу, не жалейте. Там волосков-то у вас нету? Да, у меня вообще волосков нет, у меня даже на ногах нету. Так что больно не будет У точно. меня и подмышка Лучше нет. А, нет, разбирать. подмышки есть. Нет, вот так еще вот так. Ага. Похоже хоть на усы? Да. Мне голову моет этой мужской пенкой. Офигеть, я пироженка. Как мы потом это смоем? Я просто... Прям уж это шабить, говорит, пускай себя срабките. Блин, себя срабка можно. Потом резко потом такой рожки мне сделать вот так. Ну-ка, попробуйте рожки сделать. И ржете как будто сами. Давайте. Еще сильнее вот так. Да, вот так же, Прям башка. треснуть, да. Резко беру, чтобы не В больно было. смысле, я не буду сама себя дергать? Не дергай. Дай, давай. пожалуйста. Я сама. Нет. А нет, больно, оказывается. Дай я тяжну. Нет, больно, блин, оказывается. Да я умею это делать. Не надо. Нет. Давай я до 3 досчитаю. Блин, зачем? Как теперь это убрать? Да, я уберу. Ёпарс, нет, не убирай. Надо резко. Нет, как? А кто мне уберет? Я умею. Нет, Ренай. Бля, больно оказывается. У меня там, оказывается, волосы. Как выдергивает. На счет 3. Ой, ёпарс, это... Бля, хамуха, нифига не больно, говорит. Ага, больно. Ну-ка, сколько мне? А чё больно, блин? Ёпарс, это... Опа, офигеть, блин. Так дышать легко стало. А вот это вот сейчас как убирать? А может, когда голову помоем? Да давай сразу. Еще сильнее заскреб. Не, ладно. Разница. Тут вообще больно не будет. О, не больно, кстати. Голову помоете? Да, идемте. Ага, спасибо большое. Сейчас Я под предлогом снять вайн пришла сюда голову помыть. Я вчера на день рождения был. Вчера Да. Зайнетдин туған күнде оған. Зайнетдин, короче,
туған күніне сақырған бүтәһінде өтей. А мені сақырмаған. Представляете, достар? А менің туған күніме сақырды, между прочим, Зайнетдинді. Он просто не смог приехать. А меня почему-то сақырмаған. Почему меня сақырмаған на день рождения, а я не сақырған? Ты меня тоже в последнюю очередь позвал. Да? Когда свободные места остались. Че, правда, что ли? Че, сейчас он на тебя обидится, блин. Тут новый шоу делает, короче. Что, Зайнетдин, что ли? Да. И чё? Там вообще большие бабки, короче, отливает. И он мне предложил с ним работать. Эй, не баши, блин! И, скорее всего, мы с тобой будем минимально. Ты чё, офигел, что ли, Ренат? Ты серьезно, что ли, сейчас? Я обижу. Почему? Ну как почему? Ты же обещал со мной У нас так год же прошел работать. уже. Ну в смысле год прошел? Ты чё, Ренат? Ладно, 1 апреля никому не... Бляха-муха, блин. Я чуть не разревелась, блин. Вот ты дурак, блин, довольный кля, блин. Я вообще расстроилась. Так у меня настроения нету, блин. Офигеть, блин. Наверное, точно тебе предложил, да, что-то. А и там ведь, достар, кому не лень, бытагля, Ринальда перебивают меня. Хотят переманить к себе. Скажи. Шутка, не, Паша. Нечего Ринальда переманивать-то у трага, блин. И так времени у нас не хватает с ним работать, блин. Еще тюрягом на сердце выману, блин. Я чуть не разревелась. Адырақ күн аштарымды бітірам да, и уже керек городқа кету керек. Представляете, достар, неге интервьюға. Қарағыз, кто к нам пришел опять. Зарина, блудный дочь. У нее, когда что-то случается, у Бедгакиля. Знаете, что у нее случилось на этот раз? Короче, ее бросил парень. Не было такого. А она сама его бросила. И знаете, почему она его бросила? Рассказать причину? Нет, потому что минем асаем хазбек карай. И чё? Пускай Саенг Бельген, что из-за чего люди расстаются, оказывается. А или это нельзя рассказывать? Нельзя рассказывать. Да? Конечно, да. А что тогда сказать? Из-за чего расстались? Да вы даже не встречались, чтобы оставаться. Да, ладно. Короче, достар, Зарина расстался со своим парнем. Зарина парня зовут... Не надо. Нет у меня парня. Как его зовут-то, блин, я уже забыла. Не надо вспоминать. Скажи. Нет, я не буду. Карим. Да, Эй. Карим. Я... Вырежу. Не вырежешь, ты не вырежешь. Не надо. Я сейчас сама Я с ним- смонтирую и мы с ним даже выложу. не встречались. Вот, нет. они, короче, уже, оказывается, 5 лет встречаются, и эти 5 лет они каждый месяц расстаются, сходятся, расстаются, сходятся, представляете, ма? И вот теперь они опять разошлись, Зарина его бросила и пришла сюда. Вот когда у Зарины что-то случается, она сразу приходит сюда. Вся исплаканная, шишинганский, ненакрашенная, страшная, типа она в горе. Покажи свое лицо. Нет. Почему нет? Ну потому что все неправда. Чего неправда? Ты только что сидела, рассказывала. Я вам все по-другому рассказала. Ну, уятадан не буду гидергенде. Да, я тогда мама. Уятады болды. Причина вообще уятады. Ну, не буду рассказывать, достар. Потому что меня даже уят болды. Даже мои вот ушки загорелись зеленым цветом. Че, ну скажи. Опять мне перепозорить на всю республику. Чего перепозорим? Ну, ты раз рассталась с ним. Вы даже не встречались. Ты смотри, блин, что ты там обижаешь Зарину? Обед? Қайттың, что ли? Ой, шыпшың ғой рота. Обед келбесе күлі. Ой, ала. Ондайлар урап кеткен әйелдер. Көп түгел бір 10 штук. Кирписті. Короче, достар, представляете, біздің 10 штук кирписті ұрдап кеткендер. Воришки, блин, кирпичей. Бір раз полный, потому что меня атима говорим. А келсе где-то үстен 2 рет жоқ. Офигеть. Соңа весь қалған теп қайттым. Камера жоқ ма? Кетер он кирпис үшін камераға қарап беремін мен. Выложим в сторис воришки кирпичей. Сейчас ты готов давать интервью? Нет, не готов. Почему? Я не интервьюный человек. Сен бармайсың, что ли? Барам, сен апара. Ну, енді инағың енді Ладно, қызық қана. индемай. Вот, это новость. Оказывается, с часа до 3 не держим ведь. Со скольки? С часа до 3. Меня так оқыды мен неде. Интернетте. Че, отругались, что ли? Мне соседка пришла, у них дети маленькие. Да? Да, иначе Миреша пожалуйста dedi. Правда, что ли? Но Альберт абай нейіндей топшамағыз. Потом сағат 2 сейді, я же не знал. Мен перфоратор білін долбил там все. Оказывается, с часа до 3 режим тишины был радиешь. Нифига себе. Біздің гордта yaşamағас анай мақтаманы білмейді. Ну, сразу захотелось мне домой уехать. Нафиг, блин, квартира, блин. Пойдем продадим, нахуй, другой дом купим лучше.
Немеке продадим. Юрий-то? Чур это. Вот, О, твой много. обед и ужин. Все вместе взяты. Немеке. 2 штуки мне вот это. 2 штуки? 3 штуки вот это. 4. Ёбанды. 2 штуки, 3 штуки, 4 штуки. Аша, Немеке. Жареный мантыктан хочет килевашаган Альбертка көп болады. Роллы, пицца, шаурма, миңа кирәк ми, дөньядан яраткан ризык ул манты. Это манты, это манты, это манты, это манты, это манты, это манты. Полюбил их я, полюби теперь ты. Блин, моторган, блин, рубашка, ошон телевидение неге сакыралар. Хин тоталашу футболка кийип алалар. Зимой и летом одним цветом деген хамак белән. Я из простого народа. Я из простого народа. Я тоже из простого народа. И что теперь? Футболкалар бүтүн кунактарда йөрүгө, что ли? Бүтүн һәр телевидение карай. А мен зато мына яңгы кофта алдым. На месте. Сейчас вот тут прямо в телецентре у меня будет интервью сам Фатих. Салям. Привет, Хальдар Нисик. Привет. Нормально? Нәҗип егетләр клейга устырган. Потому что Хадр, грим эшләйләр. Что меня хәзер гримировать дип куялар теге мумия ма. Ну, Мен үзем гримировать. Я был телевизионный грим. Как куклачев. Прикольно, да, слушай? Ты дурацкий? Нет, Вы дурацкий? рэперский. Рэперский? Это рэперский слава. Вот, Тухтар, вот здесь будет проходить передача, посвящен 1 апреля, День смеха. Дурака. Ничего не подобного дурака. И как главный дурак Башкортостана, типа, меня закрыгандар, ты хочешь сказать, да? Адыр, короче, меня загримируют кинелер, и даже Альберта еще будут гримировать вот так. Надеюсь, не клоунский грим. Бunda без паспортов индирмейдер. Теге вакыт без паспорттарды уnuткан, и bizde индирмейдер. Короче, они решили поиздеваться надо мной. Что, первый раз ты в телецентре? Нет, мен Фатихта радиола болғайным бе. Да хатыр тәмді етіп сейістік еще. Ана бір тәмдігіне бір торт заказать кейіне. Папирус. Біз ана весь тортын ашап өтіп, еще қалғанын апайтып кеткенік. Представляешь ма? Ой, нифига себе. А что себе не взял? Мин, потому что на диете. Или был ты передача лама? Да, конечно, это мой кабинет же. Это вот это полностью мой кабинет. Нифига себе. Здесь я сижу. Bizning Bizim студия концерт была, Хадр тут баралганда. Блин, а біз дураки даже кустенес әп кимеген біз. Да ладно, что-то какой кустенес. Скажи, день смеха или день дурака отмечаем? Отмечаем День смеха. У нас тут дураков нету. Вот. Ну, Ренат, Главный дурак Башкортостана. Охра был прикольненький, немекий, вареньяма. Ты такой, вообще вкусненький. Когда этот прямой эфир выйдем нам? Здрасте, привет, передавай. Хочу передать привет тебе. Пользуюсь случаем. Альберт пока дверь забаррикадирует. Блин, я что-то очкую. Если ты мой Фатих. Альберт, это, блин, я что-то очкую ты. Күпмеге шығарасың? иногда 600-700 да болып кетті, 800 да болып. Біздің режиссер была. Был апай, как раз таки, самый главный в эфире это она, не я. Почему? Потому что ол бүті болған. Меня командалар беріп отыра. Фатих был камераға қара, Фатих был камераға қара, Фатих хәзір ошо рубрика была, Фатих ошо видеоны көреді. Полностью она управляет эфиром. Я как марионетка. Кукловод. Кукловод. Она полностью управляет эфиром. Кто кукловод? Вот это хороший вопрос. Мына ошо екі кукловод. Ренар и Альберт менің кукловодтар. Үйренсе тапқыр несек Альбертті буяндыралар. Профессионал буяндырғыз. Әргіне оша неткен уже битім бәләкәсейләніп кетті. Болған біздің эфирдармен будут управлять. Вот это звукорежиссер отыра. Біздің петличкалар. Ай, мұрастығы дағалық. Да, біздің как раз алдан айттым да енді. Самый главный у нас эфирда это вот режиссер и продюсер. Алар бөтә хәле ушунда камералармен управляйттылар, нинде камералар қойырға, нинде
телефон хандарын қойырға, теманы көрсетелер. Сразу живот тянул, мен прямой эфирде айтамын мен қарағым альбертті Мінекей, құрметті достар, сол уақытта өдешін башлап та кетті. Сәлем бітіргені қадірлі достар. Итак, в эфире башкирская дама-хозяйка. Шул тұраттығы ғорадар берегі бик қызықлы ғорадар болға, менен сізге бөлек бәлеш боласақ. Самай қызықлы ғорала. Бұл менің құлақтарым Альберт, главный тракторист Республики Башкортостан, заслуженный, между прочим, и мына дедем Фатих, главный балетмейстер Республики Башкортостан. Хаубхалов. Как вы до этого докатились, главный тракторист Республики Башкортостан? Сәлем бітіргені! Өзім күні түні ешеті тыңнап милеушәне үйреніп кеттім солай. Ол көп үйрешәді жүргенде. Оны білмәсем, дұрыс ойнамадың деп үйреніп кетеді. Мен солай кетіп үйреніп. Алдаша? Высекил вообще. Бір өдейтіп ме? Не потому что ойнай білмей. Эмоция курхатия, постоянно елмай тек утра. Она иларға курхатырға, қайғырға. Оның бір улыбка. Мен айтам, ну надо қайғырға, эмоция курхатырға, что хин расстроен, шуға қанды ирішіп кетеді, біз вайын түшігенде вообще бір иріш қалаш кетті. Инада даже бұл усигіп үйден сығып кетті. Шуға бір-екі күн хүйләшмейді дәлі. Бір вайын түшірі өтті. Мына до чего доходим? Битта мен, конечно, яланғас түшмеймін. Яланғас это голый никогда себе не позволю, да. Шунан соң не позволю тебе мат такой вот не позволю себе. Можем от этого оттолкнуться и на клип уйти. Слышал? Понял? Я кофе лазерге. Зор рахмет, Саджи, бак. Көп кіші яғау теге аппетит возбуждать, ашайсыңдар деп. Мына қайтырып, тура айтырды. Сені сақырғанын мені. Кішілер ойлайды, что мен ана издеваться етеді. На самом деле мен ана издеваться етпеймін абсолютно. Мен ана яратам, уважаю. И то, что я подкалываю, мен считаю, это не издевательством, просто подтруниваю над ним. Ул также надо мной посмеивается. Просто ул бит үйден түшірмегіз, кеші көрмей несі бұл менен күлі. Хинте мен бұмаған, үйрерінің бір ерді бомжик болады, постоянно еп. Мен айтады, мен финансово неграмотный кешебетейді. Хинте үйдің телефонын ала, ақса төлей алмай, отырыр енен, башын істемей. Постоянно шылайды мен айтады. Вот сен тупой ты у меня. Еще как хин айтады. Представляешь, аша отыралы балық бетейді, альзира балық бішірігі. Менің продюсердің кәләші. Шuna бұл ашаныла, біз бір тарылқа балығын аша өтті. Шuna ашарты, еще кейіп сылып етіп бара, Альзира, а ты умеешь уху готовить? Мен айтам, офигеть, мен ғұмырда ешкәні құлшайтыр, әбір үйдегені. Бана. Мен аны күлләшем, ол вообще күлләшмей, оға вообще пофиг. Ой, әпәд әлі үйдей жүрген. Добрый вечер, не терпеем. Бұл эфирдағы меня іштан қуалар, меня уже ядылар. Все, достар, Фатих бірге ешек баса. Бұнда вообще охрана. Охрана, представляете, ушу территория вообще капец охраняется. Даже, достар, оказывается, ушу заборға әлеме қойғандар. Ты хәң ушу айтып, ушу заборға сигнализация дегенде срабатывает. Прикиньте, достар. Вообще бұнда даже автоматтар бар, охранниктары. Автоматтары бар. Было очень весело и интересно. Бұл рахмат. Бір-бірігізді яратып кешегі. Бір-бірігізді яратып кешегі. Бұл халастой. Шыны халастой тип алған өте. Оказывается, замужний қатындар ядалар штайды. Фатих айтты. Замужний қатындар ядалар деп. Біләгін мен немер деп. Давай без обязательств будем встречаться тебя. Будем жать? Вот тебе одна Фатиха. У вас серьезные отношения. Итак, достар, мы въезжаем в туннель восточного проезда. Наконец-то
туннель. Ай, нема дейт, туннельден башлай. Неме асылды әлі? Восточный проезд. Выезд. Эй, восточный выезд, достар, асылды. Короче, достар, ошо восточный выезды біз енді прямо шул хаттем күттік. И Үфінің центрынан біздің үйге хаттем 20 минутта қайтып етірге бұла. Прикиньте, қалай тез бітінде. Вот, короче, подъехали. Хадыр, ошында карточкаңды қоясың да, достар. 100 сом оплачиваешь. Чек беремін? Берем, я не возьму. И мына төлегендан соң оплата прошла, мынау шлагбаум көтерілі. И прикиньте, 20 минут ішінде уже үйде боласың.